Уважаемые коллеги, сегодня мы продолжаем серию вебинаров. На вебинаре сегодня присутствует начальник отдела подготовки и проведения призыва подполковник Соловьев Денис Владимирович, это я, и начальник отделения подготовки граждан к военной службе Ахмедов Федор Михайлович. Сегодня мы рассмотрим в ходе вебинара 4 вопроса. Это первый вопрос – профессиональные организации высшего образования Министерства обороны. Второй вопрос – порядок предварительного отбора кандидатов в образовательные организации Министерства обороны. Третий вопрос – порядок направления. И четвертый вопрос озвучит Ахмедов Федор Михайлович. Это подготовка специалистов для вооруженных сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России по Республике Коми. По первому вопросу, перейдем к первому вопросу. Значит, в 2021 году мы продолжаем отбор кандидатов для поступления в образовательные организации Министерства обороны. На сегодняшний день у нас существует 35 вузов Министерства обороны. Они по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой обучают наших кандидатов. Курсанты в вузах обучаются по командному, инженерному, техническому, финансово-экономическому, военно-юридическому, прокурорско-следственному, физкультурному и другим профилям подготовки. Военные вузы Министерства обороны проводится отбор кандидатов как из числа граждан мужского пола, так и из числа граждан женского пола. Срок обучения в вузах по программам с полной военно-специальной подготовкой составляет не менее 5 лет, по программам со средней военно-специальной подготовкой 2 года 10 месяцев, по специальности лечебное дело 3 года 10 месяцев. Значит, сейчас я кратенько озвучу перечень вузов Министерства обороны по программам с полной военно-специальной подготовкой. Это у нас Московское высшее общевойсковое командное училище, Казанское высшее танковое командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в городе Благовещенск, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Михайловская военная артиллерийская академия, находящаяся в городе Санкт-Петербург, Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, город Смоленск, Военная академия радиационной, химической и биологической защиты в городе Кострома, Военно-воздушная академия находится в городе Воронеж, Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков, Военно-воздушная академия, филиал в городе Сызрань, Самарская область, Военно-воздушная академия, филиал в городе Челябинске, Военно-морская академия, находящаяся в городе Санкт-Петербург, Военный институт военно-морской политехнический тоже находится в городе Санкт-Петербург, Военно-морская академия, филиал в городе Калининград, Тихоокеанское высшее военно-морское училище, находящееся в городе Владивосток, Черноморское высшее военно-морское училище, находящееся в городе Севастополь, Военная академия ракетных войск стратегического назначения в городе Балашиха, Военная академия ракетных войск стратегического назначения, филиал в городе Серпухов Московской области, Военно-космическая академия в городе Санкт-Петербург, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, Военная академия воздушно-космической обороны, находящаяся в городе Тверь, Военная академия связи в городе Санкт-Петербург, Краснодарское высшее военное училище, Военный университет радиоэлектроники, находящийся в городе Череповец Вологодской области, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации находится в городе Москва, Военная академия материально-технического обеспечения в городе Санкт-Петербург, Военная академия материально-технического обеспечения, Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, Военная академия материально-технического обеспечения, Военный институт инженерно-технический, Военная академия материально-технического обеспечения, филиал в городе Пенза, Вольск, Омск, Военно-медицинская академия находится в городе Санкт-Петербург и Военный институт физической культуры, находящийся в городе Санкт-Петербург. Эти же вузы, не все эти вузы, 24 вуза обучают и по программам со средней специальной подготовкой.
Рассмотрим второй вопрос. Порядок предварительного отбора. В качестве кандидатов для поступления в вузы Министерства обороны на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, то есть не ниже 11 классов, из числа граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, то есть это, как правило, учащиеся. Граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву до достижениями возраста 24 лет. То есть это те граждане, которые прошли военную службу по призыву, уволились, ну, соответственно, до 24 лет есть возможность поступить в образовательные организации Министерства обороны. Военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, кроме офицеров, поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижениями возраста 27 лет. То есть каждый военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, кроме офицеров, имеет право поступить до 27 лет в вузы Министерства обороны. Возраст граждан определяется на 1 августа года поступления, года приема в вуз. То есть это возраст, допустим, если человеку исполняется 22 года в октябре, соответственно, он имеет право также на общих основаниях поступить в вуз Министерства обороны. В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование до достижениями возраста 30 лет. То есть до 30 лет на среднее профессиональное образование Министерства обороны можно подать документы и поступить в данные образовательные организации. Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Это какие требования? Предварительный отбор осуществляется в целях, значит, первое, это наличие гражданства Российской Федерации, это обязательно. Уровень образования должен соответствовать, возраст, состояние здоровья, уровень физической подготовленности и категория профессиональной пригодности. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в вузы Министерства обороны на обучение курсантами, подают заявление в военные комиссариаты городов и районов по месту жительства до 20 апреля. Бывает так, что в прошлом году у нас немножко сдвинулось это все. Были указания с Генерального штаба, соответственно, сроки приема заявлений у нас немножко отодвинулись. Мы принимали заявления вплоть до 1 июля. То есть эти сроки могут сдвигаться. Но желательно до 20 апреля те уже определиться и подать заявление в военкомат по месту жительства до 20 апреля. Соответственно, для тех вузов, которые имеют допуск к государственной тайне, соответственно, необходимо обращаться немножко пораньше, для того, чтобы оформить этот допуск, и допуск контрольных органов пришел к нам, и мы уже знали, что человек может спокойно поступить в данные вузы. К заявлению кандидата указывается в заявлении фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющие его личность, в том числе реквизиты выдачи указанного документа, сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании или о квалификации его подтверждающим, почтовый адрес места постоянного жительства, контактный телефон по желанию кандидата. Но, как правило, лучше контактный телефон указывать всегда для того, чтобы мы, либо работники военкоматов, могли с вами связаться, какие-то уточнить вопросы. И наименование высшего учебного заведения и специальность подготовки на обучение, по которой кандидат планирует поступать. Можно писать заявление в 3, даже можно, мне кажется, в 5 вузов, да, в 5 вузов Министерства обороны. Соответственно, необходимо заранее все это обдумать. Для чего? Для того, чтобы личное дело подготовили, чтобы кандидат прошел медицинское обследование, профессионально-психологический отбор, и личное дело убыло в вуз Министерства обороны. Бывает так, в прошлом году мы личное дело формировали чуть ли не в конце июля. Это, конечно, поздно, но были у нас проблемы небольшие, пока личное дело дошло до вуза. В общем, желательно лучше все это делать заранее.
К заявлению кандидат прилагает копию свидетельства о рождении, копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиографию, характеристику на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное заведение с места работы, учебы или военной службы, копию документа об образовании, 3 фотографии размером 4,5 на 6, справку об обучении или о периоде обучения для обучающихся в образовательных организациях среднего, профессионального и высшего образования. Поступающий в военный институт физической культуры, город Санкт-Петербург, прилагают копию зачетной книжки спортсмена. Далее потенциальный кандидат проходит профессионально-психологический отбор. Профессионально-психологический отбор включает в себя социально-психологическое изучение и психологическое и психофизическое обследование. Мероприятия по профессионально-психологическому отбору с гражданами, отобранными для поступления в вузы военных комиссариатов городов и районов, проводятся, как правило, с 1 февраля по 20 мая в год поступления. Опять же, сроки эти можем сдвигать. После проведения профессионально-психологического отбора выносится заключение о профессиональной пригодности граждан к обучению в вузах Министерства обороны. Социально-психологическое изучение граждан проводится методом изучения документов, наблюдения и бесед. Результаты изучения заносятся в карту профессионально-психологического отбора и представляются на призывную комиссию, которая учитывает заключение профессиональной пригодности при принятии решения о направлении граждан для сдачи конкурсных вступительных экзаменов, либо об отказе в таком направлении. Карта профотбора, подписанная начальником нештатной группы профотбора военного комиссариата и военным комиссаром, вместе с другими документами гражданина направляется в вуз Министерства обороны. Далее кандидат проходит медицинский осмотр. Медицинский осмотр проводится нештатной военно-врачебной комиссией по основному месту жительства, заполнением врачами-специалистами карты медицинского свидетельствования, поступающее в военно-учебное заведение. Военный комиссариат муниципального образования, начиная с 1 февраля, выдает гражданину, изъявившему желание поступить в высшее учебное заведение, направление для прохождения медицинского осмотра нештатной военно-врачебной комиссии по месту жительства и сдачи обязательных диагностических исследований в медицинских организациях государственной и муниципальных систем здравоохранения. Затем гражданин, изъявивший желание поступить в военный вуз, направляется в военный комиссариат Республики Коми для прохождения предварительного медицинского свидетельствования военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республики Коми. После прохождения комиссии кандидат убывает в военный комиссариат по месту жительства. По решению военного комиссара муниципального образования, но не позднее 5 рабочих дней после прохождения кандидатом предварительного медицинского свидетельствования, в военном комиссариате организуется заседание призывной комиссии муниципального образования, которая на основании наличия гражданства Российской Федерации, уровня образования, состояния здоровья, уровня физической подготовленности и категории профессиональной пригодности кандидата выносит решение о направлении его для прохождения вступительных испытаний или об отказе. На кандидатов, поступающих в вузы, предварительный отбор, в которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, до 1 мая года приема в вуз оформляется допуск по соответствующей форме для поступления. Ну, соответственно, после всех этих мероприятий кандидат ждет необходимый документ, справку вызов, и, соответственно, после того, как будет справка вызов, он убывает для прохождения вступительных испытаний в вуз. В прошлом году, мы общались когда с вами, в прошлом году все знают, что все эти испытания по физической подготовке, по профессионально-психологическому отбору проходили на базе военного комиссариата Республики Коми. На сегодняшний день пока мы ничего не знаем, как будут указания у нас с вышестоящего штаба, будут ли в этом году при сборном пункте проходить данные испытания кандидаты, либо будут убывать в вузы для поступления. Это будет принято решение где-то в апреле месяце. Поэтому на сегодняшний день, согласно приказам министра обороны, эти кандидаты будут убывать именно в военные учебные заведения. Рассмотрим третий вопрос, порядок направления личных дел.
Дело кандидата, карта медицинского свидетельствования с обязательными диагностическими исследованиями и карта профессионально-психологического отбора направляется в вузы до 20 мая года приема в вуз. К делам кандидатов, поступающих в вузы, предварительный отбор, который производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, в обязательном порядке прилагается карточка допуска. В случае, когда подходит крайний срок направления дела кандидата в вуз, а карточка допуска не готова, есть такие моменты, к делу кандидата прилагается справка об оформлении допуска государственной тайны. Дела кандидатов направляются в вузы, я уже говорил, до 20 мая, но срок может быть смещен. То есть мы иногда не смотрим на этот срок, когда кандидат обратился немножко позднее. Дела кандидатов, поступающих в вузы без оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, направляются почтой через несекретное дело производства военного комиссариата города либо района. В случае, когда кандидат изъявил желание самостоятельно направить в военный вуз свое дело, он пишет расписку о получении дела на руки, соответственно, и вместе с делом убывает в тот институт, в тот или иной институт. Вопрос по поводу, куда девушки имеют право. Значит, на сайте Министерства обороны mil.ru есть вкладка «Образование». Переходите по этой вкладке. Дальше, значит, там будут конкретно ссылка для девушек. То есть переходим в ссылку для девушек, куда могут девушки поступить, и выходят те институты, куда девушки имеют право поступить, на какие специальности. Соответственно, уже граждане женского пола, они выбирают, куда, в какой вуз им можно поступить. Там все расписано, какие документы, куда, чего. Для юношей то же самое, но именно для девушек есть прямо вкладка, куда девушка может поступить, в какой вуз Министерства обороны. Значит, еще вопрос такой. Куда подают заявление? Значит, заявление подают военный комиссариат по месту жительства, что девушки, что юноши. То есть, неважно. То есть, также девушка приходит в военный комиссариат, подает заявление, предварительно, конечно, на сайте смотрит, куда имеет право поступить, но можно также обратиться в военный комиссариат для оказания помощи в выборе института. То есть, тут военные комиссариаты, всегда там есть работник, который этим занимается, он всегда поможет в выборе, расскажет, покажет, куда можно поступить, девушки либо юноши. Соответственно, все это можно уточнить в военном комиссариате по месту жительства. Тоже в какие вузы иметь форму допуска? В основном 80% вузов имеют допуск в различные формы. Да, 80% вузов имеют у нас допуск по третьей форме. Соответственно, когда гражданин пишет заявление, определяется с вузом, у нас есть перечень данных учебных заведений, и мы уже, соответственно, предлагаем кандидату написать анкету на допуск, он пишет эту анкету, дальше уже мероприятия мы проводим свои, служебные, как говорится, то есть без вызова гражданина. То есть внутренние мероприятия. Допуск, как правило, да, 80% вузов он необходим. Значит, предварительный, почему 2 раза медицинский осмотр проходит? Значит, проходит медицинский осмотр предварительный по месту жительства. Для чего? Для того, чтобы кандидат 2 раза не ездил в военный комиссариат Республики Коми. То есть многие там в Воркуте живут, везде, в других регионах. Не каждый может, не у каждого есть деньги для того, чтобы ездить 2 раза. Соответственно, предварительный медицинский осмотр проводится по месту жительства для определения категории годности. Чтобы понимать, может он поступить в институт военный, либо нет. Если у него категория годности не соответствует требованиям, соответственно, ему сразу же откажут в поступлении по состоянию здоровья, он не проходит в данный институт. Если он проходит по состоянию здоровья по месту жительства и собрал все необходимые диагностические исследования, анализы, соответственно, прибывает в военный комиссариат Республики Коми для вынесения заключения о категории годности по состоянию здоровья. Вот для чего проводится 2 раза. Значит,
Давайте рассмотрим сейчас четвертый вопрос. Это подготовка специалистов для вооруженных сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям. Начальник отделения озвучит эту данную тему. Ахмедов Федор Михайлович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я непосредственно в данный момент работаю в военном комиссариате Республики Коми, и должность моя начальник отделения подготовки граждан к военной службе. Я хотел бы коснуться вопроса отбора и направления граждан по подготовке специалистов в образовательной организации ДОСААФ России по Республике Коми. Я часто буду употреблять термин ВУЗ – это категория водителей. В настоящее время на территории Республики Коми имеется в 3 городах образовательная организация ДОСААФ. Это город Сыктывкар, Сыктывкарская школа ДОСААФ. Это город Инта, Интинская автомобильная школа ДОСААФ. И в городе Ухта, Ухтинская автомобильная школа ДОСААФ. В этих образовательных организациях по направлению военного комиссариата городов и районов по месту жительства желающие могут проходить обучение по категории транспортного средства С, Е и специалист по подводным и подземным кабельных линий связи. Также желающий пройти, имеющий категорию Б на С, может учиться, а категория Б могут учиться на категории С. Срок обучения на категории С это около 3 месяцев. На категории Е около 2 месяцев, а специалист по подводным и подземным кабельным линиям связи около 3 месяцев. Обучение и подготовка осуществляется за счет Министерства обороны Российской Федерации. Что необходимо для того, чтобы пройти учебу в образовательных организациях ДОСААФ России? Это в первую очередь желающий кандидат, так будем говорить, прибывает в военный комиссариат городов и районов по месту жительства и подает заявление на имя военного комиссара о том, что он желает проходить обучение из 3 выбранных городов. Соответственно, в каждом военном комиссариате имеется должностное лицо, которое непосредственно занимается по подготовке водителей, так будем говорить. Но кандидаты какие требования предъявляются? Это в первую очередь гражданин должен подлежать на военную службу в текущем году, не имеющий отсрочки. Это по учебе отсрочки, там и по другим направлениям. Кроме всего этого, он не должен иметь судимости, а даже погашенной судимости. Таких граждан, таких кандидатов военный комиссариат городов и районов не имеет права направлять на обучение. Иногородцам, если, допустим, гражданин проживает в Ухте или там в других населенных пунктах, хочет учиться в городе Сыктывкаре, этим кандидатам предоставляется в гостиницах мест или в общежитиях, оплачивается так называемый суточный в размере 100 рублей в день обучения. И, соответственно, за счет Министерства обороны проезд один раз с места жительства на учебу и обратно. Вот такие требования предъявляются к кандидатам. Кроме этого, после того, как кандидат заканчивает обучение в ДОСААФе осенью в настоящее время 2021 года, он призывается в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Основные кандидаты убывают, получившие водительское удостоверение, убывают по разнарядке. Откуда нам из Москвы поступает разнарядка, соответственно, в какие города, какие области, республики, и направляется туда. Если будем говорить, кандидат, допустим, из Каткироса,
проживает здесь в Сыктывкаре, прописан в Каркиросе, проживает в Сыктывкаре, имеет право проживать в период обучения в гостинице или в общежитии. В данный момент в Сыктывкаре. А в Ухте у нас и в Инте имеется общежитие. Благоустроенное, нормальное общежитие. Учебно-материальная база во всех 3 школах современная. В основном кандидаты проходят практические вождения на таких автомобилях марка КАМАЗ и Урал. И в Сыктывкаре, и в Инте, и в Ухте. Есть профессиональные преподаватели, имеют стаж не менее 15 лет по обучению теоретической части занятий. Если, допустим, есть кандидат, желает получить дополнительную информацию, он обязательно или по желанию прибывает в военный комиссариат по месту жительства и задает те вопросы, которые для него как бы не ясны. Поэтому контактный номер наш военный комиссариат Республики Коми, если у вас вдруг возникнут вопросы, запишите, пожалуйста, или запоминайте 32 11 92. Вот, по этому телефону в любое время, в рабочее время можете позвонить, уточнить некоторые вопросы. Но желательно, чтобы вы обратились военным комиссариатом городов и районов по месту жительства. Почему? Потому что ваше личное дело находится в этих военкоматах. Вдруг вопрос возникнет по некоторым моментам, я имею в виду, какие сведения имеются у вас военных комиссариата по состоянию здоровья, по осудимости, еще другие вопросы, чтобы сразу можно посмотреть и вам объяснить, разъяснить, если там по каким-то параметрам вы не подходите для направления обучения в образовательной организации ДСА России. Окончательные решения по направлению граждан, прошедших беседы и в состоянии постоянного здоровья годным, принимает военный комиссар города или района. Все, да, все. Ну, подводя итоги нашего вебинара, хотелось бы еще раз отметить, по всем необходимым и поступающим вопросам вы всегда можете обратиться по телефону 32 11 92. Это военный комиссариат Республики Коми. То есть на все необходимые поступающие вопросы наши специалисты вам ответят. По поводу поступления в организации, профессиональной организации Министерства обороны можно посмотреть на, я уже говорил, на сайте mil.ru во вкладке образования. Там есть вуз, там есть все материалы необходимые, то есть там полный перечень военных образовательных организаций, там есть условия приема. Ну, в общем, там информация полностью раскрыта, там есть видеофильмы, видеоролики, ну, денежное довольствие, там все расписано от и до. Мы постарались сейчас вот за данное время с вузами мы тоже работаем напрямую, мы постарались собрать видеоролики, мы эти видеоролики собрали в один диск, не все, конечно, все не влезло у нас там, но большинство. Этот диск мы передали в Коми Республиканский институт развития и образования. Ну, соответственно, Коми Республиканский институт развития и образования разместит на сайте, направит во все школы. То есть все, что от нас необходимо по информационному обеспечению, мы постараемся сделать полностью на 100%, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. Ну, по ДОСААФ то же самое. По ДОСААФ можно обратиться всегда в военный комиссариат Республики Коми, вам все расскажут. В принципе, все объяснят, никаких тут проблем не будет. Поэтому всем спасибо за внимание, всем здоровья, всего доброго, до свидания. До свидания.